Дорогие друзья, наступивший 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий, в республике Годом здоровья. В нашем колледже ознаменован очень важным событием – 75-летним юбилеем со дня рождения основателя, первого директора и художественного руководителя нашей любимой и глубоко уважаемой Натальи Семеновны Посельской. Хореографическое училище – это страшно сложный организм. Разве можно на севере открыть хореографическое училище? Это невозможно. Нас открыли как отделение при музыкальном училище. Большое спасибо Михаилу Ефимовичу, попечитель фонд Возрождения. Они телевизор подарили, они туфли подарили, они все, мы как отделение. Но там не было балетного зала. Я собиралась не училище делать, а зал построить, балетный зал. Я поймаю президента, понимаете? Я выхожу, спускаюсь, и вдруг кто-то дышит здесь. Я оглядываюсь, Михаил Ефимович, и больше никого. Ой, Михаил Ефимович, я стал тараторить, вы меня знаете? А он говорит, успокойся, Наташа, что случилось? Говорит, конечно, я вас знаю. Я говорю, вы знаете, мне очень надо, чтобы вы меня приняли. На несколько секунд. Я буквально весь проект вам расскажу. Такая настойчивость понравилась президенту, и он назначил ей время. Надо отдать должное первому президенту республики. Свои обещания он никогда не забывал и, вернувшись из столицы, сам посетил музыкальное училище. Зашел. Я раздела своих детей, показали концерт. У меня ни столов, ни стульев. Пришло все правительство, все фонды пришли. Простояв на ногах получасовой концерт, Николаев тут же провел выездное заседание правительства, на котором и было решено построить в Якутске хореографическое училище. Пришли дома вечером перед сном, вот лежите, отдыхаете, и каждый номер провертите в голове. О чем этот номер, что нужно делать, что нужно передать. Это же не голая техника, вы должны передавать в зал. Вы должны нутро человека передать. Музыку, произведение вы должны передать. Не просто танец, не просто порядок, а чтобы вот от души вы должны что-то кому-то передать, иначе не будет искусства. Искусство всегда выражает душу человека. Да? Иначе с голой техникой мы никого не видим. А улыбка, одна улыбка и пустая, без внутренности улыбка, это просто будет смешно. Ха-ха-ха.
понимаете, у нас такая профессия вот классического танца, такая профессия, она разложена по грамму, как математики. Нас сравнивают с математикой. Абсолютно. Взгляд, подбородок, поворот головы. Ее не так не сделаешь, не так не сделаешь, не так не сделаешь. Понимаешь? Точно. Начинаешь прогибаться в сторону, не так ты идешь, да? Вот так идешь. То есть ты не идешь балдой, чтобы все твое блюдо, я говорю, у нас ваши живите. Вот такие хорошие слова. Во всех образовательных сферах происходят огромные какие-то вот изменения, какие-то революционные планы, замыслы и так далее. Только в искусстве, у нас в профессиональном искусстве, оно, по-моему, незыблемо. Нам слово слишком развиваться, мы и так развиваемся, но нам нужно очень много сохранить, и нам нужно очень много работать именно по этому сохранению. Я, например, так считаю, симфоническая музыка, классическая музыка, вокальное искусство, хореографическое искусство – это то искусство, которое требует традиции и донести до народа, который потом будет говорить, что это духовное богатство. Что сколько она себя помнит, этот день, 12 апреля, всегда был очень светлым, солнечным. Я же родилась в самый красивый день. Самый красивый день, 12 апреля, день космонавта. Мне было 15 лет, когда, вот сказали, полетел Юрий Гагарин. С тех пор, мне кажется, что лучше Юрий Буханки, Юрий Гагарин больше не может быть подарок в жизни. Вообще, семья в первую очередь. Всегда. И я семье уделяю просто огромное внимание. Во-первых, может быть, я не похожа сильно на других, но я считаю, что каким-то образом мама и папа должны сохранять семью. Всегда. В детстве Наталья Семеновна воспитывалась в семье, которая жила без особого достатка. Но в их доме всегда была чистота и уют, горячая, сытная и вкусная еда. Все ее детство прошло в обстановке взаимопонимания, доброты и семейного тепла. Сегодня Наталья Семеновна – любимая жена, мать, бабушка 3 замечательных внуков. И то тепло, которое она получила в детстве, Наталья Семеновна продолжает дарить своей семье. Спасибо большое. Спасибо, мои родные. Спасибо.
Наталья Семеновна всегда яркий пример мужества, силы духа, неиссякаемой энергии, оптимизма, новых свершений и побед. Она своим неустанным трудом вписала достойную страницу в историю становления и развития хореографического искусства и образования в республике и стране. Внесла бесценный вклад в дело служения искусству балета. Сегодня Якутская балетная школа имени Аксении Натальи Посельских, сохраняя лучшие традиции Натальи Семеновны, активно и плодотворно развивается, занимает достойное место среди профессиональных хореографических учебных заведений. Слово предоставляется директору, заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Дарье Ивановне Дмитриевой. Доброе утро. Наталья Семеновна всегда с нами. Ее помнят стены, ее помним мы. Наталья Семеновна – великая женщина, многогранная личность. Мы ее очень любим. Вот. И, посмотрев видео, как будто она вот сейчас с нами. И не прошло вот столько лет. Действительно, все, что она говорит, и сейчас актуально, и даже наперед. Мы всегда, как Оксана сказала, с нее берем пример. Мы счастливы продолжить ее дело. Ну и стараемся развивать образование, училище наших детишек. Вот. И поэтому в этот юбилейный год, за 2 месяца до ее дня рождения, год в этом году в колледже будет объявлен годом 75-летия со дня рождения Натальи Семеновны. И мы подготовили план мероприятий. Юбилей вошел, конечно, в список государственных, республиканских юбилейных мероприятий. Распоряжение по всем юбилеям скоро на днях выйдет. Подготовительная работа у нас ведется. И если, вот я сейчас зачитаю, какие у нас планы, если у вас есть какие-то предложения, может быть, мысли, идеи, тоже вот можете сказать. Вдруг мы что-то упустили или что, да? Вот. Но сегодня за 2 месяца у нас открытие юбилейного года. У нас некоторые мероприятия, которые в прошлом году в юбилей колледжа были запланированы, они как раз кстати, я думаю, перешли на этот год, юбилейный год Натальи Семеновны. Это, например, постановка первого детского национального классического балета «Сказочная долина». Она мечтала об этом. И мы очень рады, что ее мечту воплотим. Чтобы это был именно дети на сцене и дети в зале зрительном. И это классический балет. В театре 28 апреля будет. И 11 мая еще. Дважды. Но само торжество, посвященное юбилею, будет 28 апреля. В этом году открытый республиканский конкурс исполнителей классического танца «Дивертисмент». Он был республиканским, он сейчас становится открытым. И думаю, впоследствии может быть и всероссийским, или международным. Посвященный юбилею Натальи Семеновны. Есть желающие, которые примут участие из регионов России, из других регионов России. Выставка о жизни и творчестве Натальи Семеновны в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история». Выбрали зал уже. Открытие будет 12 апреля. Тематические классные часы. Ответственная Мария Анатольевна Гаврилева с приглашением. Вас будем приглашать рассказать. Чтобы детишки маленькие же совсем
новое поколение, чтобы они знали о Наталье Семеновне. Будем приглашать ее учеников, сами рассказывать, и презентацию она сделает, классные часы. Но это и всегда идет, но и тем более вот в этот юбилейный год. Слово предоставляется родным и близким сыну Натальи Семеновны Андрею Николаевичу Нолан и его супруге, отличнику культуры Республики Саха-Якутия Ирине Александровне Пак. Во-первых, я от своего, от нашего имени хотим поблагодарить коллектив хореографического колледжа, директора Дарью Ивановну. Вы очень, я даже таких прецедентов не могу. Сидел представлял, что где так могут чтить, сохранять, развивать и продвигать имя создателя, организатора колледжа. У вас это очень хорошо получается, очень хорошо. И мне кажется, это красит вас. И это достойно уважения, во-первых. Я очень рад, и мне лично очень радостно то, как вы это все представляете. Да? Спасибо. Добрый день. Спасибо огромное за то мероприятие, которое вы организовываете, начинаете. 12 февраля, это как бы начало месячника, да? Но, значит, 12 апреля действительно символично для всех нас, особенно для колледжа. Не родись Наталье Семеновне, не знаю, был бы колледж, развивался бы так, но неизвестно. Поэтому это особенная дата для всех нас. Растрогали. Спасибо огромное. Такой замечательный фильм. Петр Александрович, ты на высоте. Конечно, человек, она очень-очень-очень разносторонняя, разнообразная. Мы видели ее прямо сейчас на экране, как будто она рядышком, да, такая же импульсивная, экспрессивная, очень, значит, открытая, со всеми как-то по-домашнему, уютно, да. Кого-то, может быть, поругать, тут же похвалить, тут же обласкать, да, или же всякое бывало. И дети, наверное, очень хорошо помнят. Но я думаю, что 12 апреля будет здесь событие, наверное, большое, да, действительно, передавать надо из поколения в поколение, эти чтения и так далее. Все это из уст в уста все равно передается. И почаще общаться с ее ученицами, учениками, поскольку, они очень хорошо ее знают и помнят, как все это происходило, как она выпестовала их как будущих артистов балета. Действительно, они блистают сейчас на сцене. Очень здорово. Спасибо огромное. Успехов вам, вашему колледжу, руководству. Дерзайте. Слово предоставляется супругу Натальи Семеновны, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия Христофору Афанасьевичу Сметанину. Дарабыларым, мен тугы элбәгәт яқын етерем, дені беге Наталья Семеновна 31 жылыстада билгі алып. 31 жыл кеннеге аған тағып бітсен, қоп-қоп жыл болан баран білдібақа асыр. Ордық жөйді онына илдіме оқ, олар болып бітсін. Постоянно билели, постоянно шүйрегеті, постоянно кені туғыры идеялеп, да қас сырда тұрдана идеяла, қас күйдана идеяла, оннық үлелен қанынан. Онна бүгін ақтен әтекені бүгін бұл 10 сыл болла. Бұл училищаға урок бері келбеді. 11 жыллақа олуны иттаныла кені ұрынтан тұрға бақты. Оның бұл училищаттан арақпытан онысы бол. Ол бүгітіне тәрікім мұнты болына кені тұғының өйдіғаны хүндерге тұрмақсынабын. Кені өйдіғаны хүндер кейті қағанды сүттәк, оны сүттеуі сақа барын тұғыру, үнкі барын тұғыру,
искусство барында. Кені улах әлбақ қабаннақ, ол үрдік білейләқ кейті. Мен ол білейтін бұл музыканы көріп композитордары. Андырды композитордардың бүтінлейтін олан өйсіз білерді. Топ бар скульптордары оны художниктары, андырды художниктары оны скульптордарын баратын білерді. Оның начитанной, onun искусствоны, онна самый главный классическое искусствоны олысса білгіреді. Кені үті бұрысты искусствоны олғанлық егертілер біледі. Кені классическое искусство. Бұл классическое искусство үкі тақтақ духовный бая, онна кихи болар кәскілі ден құрып сырлақ задачылақ боларды. Бігі жебетер әлбақты көрсетер етіпті. Бігі әлбақ мұқымастыры жебетер бағар етіпті. Ол үйін меген серай кардиналдың аттырды. Мен ол мұқымастырға барды күттігістағыды. Қата оны мен қанна дағын апешақтағытағын, қанна дағын ұзғалаттағытағын. Тоқ бар бұл өңді білетін қамнайын бүтін жебетер бағарын кейлен манны пұлымерға бәйтіні бар. Ол ең пұлымерға мейін албар еді. Ән онына келіп еді. Ол ең пұлымерға әйді бәйтіні. Ұғырды. Кені осынны бұл училищені ахар сыла тоғы білі сақа оғылыра үнкіләгеттері. Bir әттер, татардар, басқелдар, Кытайдар бар үнкілілерді. Тоғы бір үнкілі оқтақ бітінден бұл құрысқа. Бұл училищені жеңер бастан қағылан тұрар. Оғырды, бір сағылыр үнкілі оқтақ бітті. Ити хамы ғыланная. Аны ити хамана дойды ғылан Жон Серге майгите гилейте тоқтан бар бітігер. Театр үнкүйіттерінен сабыллар күтталла ол бітігер үксан мүте музыканы училище отделение хан еген кенен. Онтон кеннекетте кенен. Аны бұл бейгі училище болар кақта өпеттенеді бұл құрасарға оқтан тұрарда. Ол күнен театры балетнай труппатын үргүйен тұрар. Иті хамай ұлыған сетихи. Юбилейдер бүгін әрі ұлықтыры бола бұйылары. Юбилейдер іші кәлін ияқтыры. Наталья Семеновна оғуанатты, оғуаны үшкүйе. Шүйістен тақса сылғыр ұсталары бар. Ата-аттаны юбилейдері бара жуа. Мен инне дейінді. Онның бұлы ата-аны. Онда үшіге жер. Швейк бұл, маннық тәрейбін швейк. Мен только мұтуға әрді ордылар ден, санаға кейіп. Бітім болан баран, жердеттен бардағынан, налычы бардағынан барыта швейк болады. Байбалырың шән. Дриго. Вариация Коломбины из балета «Арлекинада». Хореография Пятипа. Исполняет студентка первого курса, лауреат международных конкурсов, лауреат национальной премии «Студент года 2020» в номинации «Творческая личность», внучка Натальи Семеновны Алисия Пак.
Для объявления открытия юбилейного года на сцену приглашаем Дарью Ивановну Дмитриеву. Настал торжественный момент. Юбилейный год, посвященный 75-летию со дня рождения Натальи Семеновны Басельской, считать открытым.